Левее, левее, левее. Не-не, правее, правее. Вот так. Ну что, дорогие зрители, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашей прямой трансляции, которая ведется в стенах Башкирского государственного аграрного университета. И сегодня мы продолжаем говорить о факультетах нашего университета, и на очереди самый крутой, мой самый любимый факультет природопользования и строительства. Поэтому, друзья, оставайтесь вместе с нами, наливайте скорее чаек, запасайтесь вкусненьким, потому что мы с вами начинаем. Факультет природопользования и строительства. В 1979 году на базе Башкирского сельскохозяйственного института был создан факультет гидромелиорации и лесного хозяйства. После реорганизации он приобрел новые возможности и название – факультет природопользования и строительства. На 3 кафедрах факультета обучающиеся могут получить высококвалифицированное образование по 4 направлениям бакалавриата – природообустройство и водопользование, землеустройство и кадастр, геодезия и дистанционное зондирование, строительство, а также по направлениям магистратуры – природообустройство и водопользование, землеустройство. На стадии аккредитации направление строительства. На сегодняшний день на 3 кафедрах факультета образовательную, воспитательную и научную деятельность ведут 51 преподаватель, в том числе 13 докторов наук и профессоров, 24 кандидата наук, доценты и старшие преподаватели. На факультете создано 9 и модернизировано 8 научно-учебных лабораторий. Функционирует исследовательский центр мониторинга состояния земельных ресурсов и научного сопровождения объектов мелиорации, лаборатория фотограмметрии, пространственных данных с ГИС-технологиями, технической инвентаризации, современный компьютерный класс. Практическая подготовка обучающихся проводится на ведущих предприятиях Минэкологии и Минземимущества Республики Башкортостан, Управления Росреестра и крупных предприятий данной отрасли. Коллектив факультета прошел государственную аккредитацию по укрупненной группе направлений подготовки: инженерное дело, технологии и технические науки, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. Обучающиеся активно работают в специализированных студенческих отрядах и имеют благодарственные письма. Стали призерами региональных конкурсов среди студентов вузов, молодежного форума «Смарт Тау», международного форума «Наука будущего. Наука молодых» города Сочи. За последние 3 года факультет опубликовал более 789 научных работ, разместил 121 публикацию в известных российских и зарубежных изданиях, получено 3 патента. Совместно с компаниями «Технониколь» создана аккредитационно-консультационная лаборатория и учебно-выставочный центр инновационных инженерных систем компании «Рихау». Обучающиеся имеют возможность получить дополнительный заработок путем сотрудничества с профильными предприятиями и участвуя в тендерах и грантах по отбору и обследованию образцов почв, оцифровке карт и других работ, соответствующих профилю факультета. В области международного сотрудничества факультет активно ведет научно-практическую работу, проводит конференции и телемосты по проблемам мелиорации, землеустройства и кадастра с ведущими аграрными вузами стран ближнего зарубежья. Коллективом факультета совместно со студенческим активом регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые и общественно полезные мероприятия среди обучающихся. В качестве волонтеров активно участвуют в проведении республиканских и всероссийских мероприятий. Всем студентам нашего факультета предоставляются комфортабельные комнаты в нашем отдельном общежитии. Дорогие абитуриенты, хотите с интересом учиться? Приглашаем всех на факультет природопользования и строительства. Ну что ж, вот такой замечательный видеоролик создан про факультет природопользования и строительства. Факультет, где учатся не только творческие студенты, но а также студенты, которые знают свое дело, которые знают, чем они будут заниматься в будущем. И поэтому именно сегодня мы об этом и поговорим. Друзья, также хотелось бы вам сказать, чтобы вы не стеснялись и писали вопросы в чат трансляции, потому что только сегодня, только сейчас у вас есть шикарная возможность, не отходя от экранов, узнать все про факультет природопользования и строительства, пообщаться с деканом, со студентом и также с приемной комиссией, которые
Мы обязательно ответим на ваши вопросы и постараемся держать вас в курсе всех событий. Ну что ж, и по традиции сейчас хотелось бы также представить всех спикеров, которые присутствуют сегодня в нашей студии. И самый главный человек на факультете – это декан, который сегодня тоже присутствует у нас в студии, а именно это декан факультета природопользования и строительства Радик Плюсович Мустафин. Добрый день. Радик Плюсович, как настроение? Отлично, Эрнест. Ну и слава богу. Также сегодня с нами обучающий третьего курса направления подготовки природопользования и строительства, командир студенческого отряда «Батыр» Миразат Миракбаров. Здравствуйте, Эрнест. Спасибо, что пригласили. Как твои дела? Отлично. Заряжен? Заряжен. Ну, сегодня нужно будет прямо настроить школьников, которые нас смотрят, настроить родителей, учителей, которые также сегодня присутствуют в нашей трансляции. Ну и, конечно же, сегодня в нашей студии неизменная ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Добрый день, дорогие наши зрители и гости в студии. Ну что ж, друзья, сейчас хотелось бы задать самый главный вопрос декану факультета. Радик Плюс, ну скажите, пожалуйста, почему, наверное, почему студенты должны выбирать именно наш факультет, почему он такой замечательный, почему он такой крутой? Эрнест, хороший вопрос задаешь все-таки. Конечно. Хотел бы коснуться то, что вот небольшая презентация есть. Хотел бы быстренько пролистать, Эрнест. Конечно. Мы с вами хорошо знаем на нашем факультете, какие направления готовятся. А вот нашим школьникам, нашим ребятам пройти сказать об этом. Ну, было бы очень Стоит, интересно послушать да. и посмотреть. Вот модели посмотрим, если в области строительства будущее какое должно быть, какие специальности, наименования, направления мы можем получать. Инженер-строитель, инженер энергоэффективных нулевых домов, сельский строитель. Вот они здесь представлены. Дальше по геодезии дистанционное зондирование. Это направление подготовки. Тоже вот ряд направлений. Картограф, топограф, фотограмметрист, инженер-геодезист. Эти направления подготовки, вот профессии можно получать. Землеустройство кадастра, тоже порядка вот оценщик недвижимости, инженер-землеустроитель, кадастровый инженер, агент по недвижимости. Эти направления можно получать у нас. Далее, вот природоустройство водопользования. Тоже достаточно очень интересное направление подготовки, связано с экологией, это связано с отходами, рециклингом, это технолог, инженер, городской фермер, зеленый консультант. Вот эти направления, они очень востребованы в будущем, наши школьники могут это получить. То, что касается конкурса бюджетных мест. Вот в прошлом году вот такой был конкурс. В этом году вот представлено по 4 направлениям подготовки. Порядка вот нам предстоит по строительству 19 человек набрать, геодезия 13, природоустройство 16, землеустройство 20, порядка 80 человек. Приглашаем всех наших уважаемых школьников. Средний балл ЕГЭ по дисциплинам, вот по динамике хотел бы представить вам, за последние 3 года неуклонно растет. Это означает о том, что у нас спрос на направление есть и существует. Спасибо. Вот у меня. Спасибо большое, Радик Плюсович. Ну, также хотелось бы попутно задать такой еще вопрос. Какое самое популярное все-таки направление на нашем факультете? Как бы я знаю, что какие направления, каким пользуются спросом, тем не менее, хотелось бы послушать это из первых уст и из уст декана. Ну, то, что касается направления подготовки, на нашем факультете все 4 направления привлекательные. Отдельно выделять не могу, потому что они все 4 направления очень хорошие. Но если посмотреть по проходным баллам, в том, что школьники сильно интересуются, это в основном геодезия и строительство. Спасибо большое, Радик Плюсович. Ну что ж, друзья, также хочу вам напомнить, чтобы вы не стеснялись писать вопросы в чат трансляции. Мы обязательно их сегодня разберем и постараемся на все вопросы ваши ответить. И вот уже поступило буквально несколько вопросов, которые тоже хотелось бы разобрать. Вот такой вопрос, немножечко, наверное, некорректный или непонятный. Присылает нам вопрос Лилия Мухамедзянова. Можно ли поступить в ВУЗ онлайн? Вот такой вопрос. Светлана Сергеевна, как-то можно на него... Ну, в наше время он очень Ответить. понятный, Эрнест. Вот настолько актуальный, Да. потому что сейчас Самая актуальная тема, наверное, сегодня. самое актуальное это онлайн. Сейчас же все у нас онлайн. Да, И всё экзамены переходим, онлайн, и поступление у нас тоже сейчас онлайн. Это означает то, что не выходя из дома, можно зайти на наш сайт, Мгм. зайти на личную страничку абитуриента, подать все необходимые документы, а именно это будет хорошая фотография, либо хорошая скан-копия паспорта и документа об образовании, и заполнить анкету. Вот это и будет поступление онлайн.
Если это интересуются школьники, то здесь даже можно как получать аттестат, не дожидаясь результатов ЕГЭ, сразу подавать документы, а потом спокойно сдавать экзамены. Мы уставим результаты из федеральной информационной системы. А это нововведение с какого года? В этом году мы уже принимали документы онлайн, но в этом году сейчас мы пока принимаем только онлайн. Надеемся, что в ближайшее время личный прием То есть у меня не было возможности поступить онлайн, да? Сидеть дома хотел все-таки, Ну, да? конечно. Куда приятнее сидеть дома, наверное, и слушать преподавателей из любимой комнаты. Так, ладно, едем дальше. Еще один такой вопрос от Мелиссы Смирновой. Сколько мест выделяется целевикам? Радик Плюсович. Целевикам по всем направлениям подготовки, вот только что я показал, 13, 15, 19, 16 мест. То есть места для бюджетного обучения по 4 направлениям имеется. Все, спасибо большое, Олег Плюсович. Эрнест, я хотел бы чуть-чуть вклиниться в эту историю нашего сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста. И представить вас тоже, как декан факультета, О, непосредственно. ну ладно. Сегодня вот Шарафуддинов Эрнест защитил выпускную квалификационную работу на отлично, закончил направление подготовки нашего факультета. Значит, И у покраснелись. меня не было возможности его поздравить лично, поэтому, пользуясь случаем, я хочу вручить значок выпускника Башкирского государственного аграрного Вау. университета и вручить, пожелать дальнейших успехов. Спасибо большое. Мы поаплодируем с Миразом. Мы будем аплодировать. Спасибо Поздравляем. И хотел бы представить тоже, вот с моей стороны, с левой стороны сидит Миракбаров Миразат, командир строительного отряда Батыр, который тоже является нашим студентом. Кстати, ребята, хочу сказать, что Миразат учился в Тимирязевской академии в Москве нашем. Соответственно, он перевелся после первого курса, вернулся на наш факультет и прекрасно возглавил строительный отряд и в учебном плане тоже успешно развивается. Кстати говоря, о тебе, Миразат, тоже хотел бы послушать, что у тебя такая за куртка очень интересная. Много значков, у меня, конечно, меньше, у меня их всего 2, но хотелось бы послушать вот про твою деятельность в нашем университете, потому что думаю, что многие абитуриенты именно заинтересовались прежде всего твоим внешним видом, потому что очень красиво. Спасибо, что, во-первых, пригласили еще раз. По поводу моей бойцовки, это бойцовка... Бойцовка — это куртка называется, Ну, правильно да, понимаю? сама Мгм. куртка, она дается не каждому О, студенту. то есть ты избранный. Ну, так скажем, да. Вступая в наш отряд, то есть любой поступивший абитуриент, который стал студентом нашего факультета, может вступить в наш отряд. А что за отряд? Это студенческий строительный отряд «Батыр». Мы, во-первых, помогаем абитуриентам, поступившим к нам, адаптироваться в ВУЗе, помогаем найти практику, оплачиваемую на производстве, для того, чтобы человек сразу мог, так сказать, ознакомиться с опытом работы и желательно по специальности. То есть, кстати говоря, вот ты сейчас расскажешь, я сразу вспомнил, что наш студенческий отряд, строительный отряд, он занимает, по-моему, первое место среди вузов Минсельхоза России. Ну, мы в прошлом году заняли 3-е место. Ну то есть от в Минсельхоза. тройке, да? По России даже. По России, да. Диплом 3-й степени вручен был от Минсельхоза. То есть это прямо говорит о том, что в вашем строительном отряде обучаются прямо хорошие ребята, умные. Да. Ну здорово. Ладно, продолжай, не буду отвлекать. В прошлом году мы вот ездили в город Новый Уренгой, и в общем зачете мы выиграли среди 16 регионов Российской Федерации 2-е место мы заняли. И сейчас большинство ребят, которые сейчас ездили, они уже являются выпускниками. И та организация, которая в прошлом году нас принимала, она их приглашала к себе на работу. И то есть ребята уже практически трудоустроены, и у них есть возможность выбора, куда пойти и работать. А у тебя, как насчет тебя? Ты уже определился? Я еще пока на 3-м курсе. Ну ладно. Также давайте, друзья, снова приступим к разбору вопросов из чата трансляции. Вот здесь уже, кстати говоря, есть несколько вопросов новых. Вот такой вопрос задает Лиана Насреддинова. Какой проходной балл на специальность землеустройства и кадастры? Та специальность, на которую поступал именно я. Светлана Сергеевна, ну просим, пожалуйста. Какой проходной балл? Или Радик Плюсович, или вы? Давайте... Камень, ножницы, бумага, кто будет отвечать? По направлению подготовки землеустройства и кадастра в прошлом году средний балл поступления составлял 187 и выше. То есть призываем, у кого профильный математику сдал, физику, русский язык, не менее 60 баллов и выше, приглашаем на наш факультет. Смело. Смело.
Прямо Давайте я идемте. добавлю здесь, что у нас статистика с 2015 года, она у нас есть на сайте. Не только по этому направлению, по всем направлениям, Согласен. по разным конкурсным группам. И про баллы, если уж мы про высокие такие баллы, 180, 190, давайте тоже отметим, что те высокобальники, да, которые будут поступать в текущем году, у нас предусмотрены преференции, это повышенные стипендии, которые будут получать эти первокурсники. То есть не только с хорошими баллами есть все шансы поступить, а проходной балл ведь это самый нижний балл, то есть остальные, они высокие баллы, намного выше, еще и есть шанс получать дополнительную стипендию, которая может доходить до порядка 20 тысяч. Да, Сколько? эти моменты есть. 20 тысяч? Это большая цифра? Конечно, большая Эрнест. Для первого курса поступления на бюджетное обучение это достаточно хорошая сумма. Ну, да, у кого-то там было 1,5. Ну ладно, не об этом сейчас будем говорить. Снова продолжаем разбирать вопросы из чата. Вот такой есть вопрос замечательный от Алсу Ямаевой. Не совсем даже понятный, тем не менее. А, например, есть диплом и какой проходной балл? Понятно вам вопрос? Я лично не очень. Алсу, пожалуйста, можешь вопрос немножечко переписать, и мы сейчас тоже его разберем. Давай Вот- попробуем ответить на него. Здесь, Давай. наверное, имеется в виду диплом профессионального какого-то учебного Колледжи, заведения, скорее наверное, всего, да, колледжа. колледжи. И если Скорее есть всего. диплом, Мгм. ну, может, диплом какой-то лучший танцор или лучший певец, может такое тоже быть, но мы все-таки будем говорить о дипломах колледжа. И здесь особенность та, что поступать такая категория абитуриентов будет по экзаменам университета. Экзамен университета, пока есть возможность, тоже можно сдать онлайн, тоже не выходя из дома. Главное, чтобы мы все слышали, что происходит дома, и видели. А так, Везет же в виде некоторым, а? тестов, да, этот год очень удачный. Для То тех, есть, кто любит а сидеть нужно будет, дома. когда дома сидишь, прям вот так показывать, что вокруг тебя находится? Обязательно, да. То есть можно показать свою комнату, как ты живешь, да? А если там М, посторонние люди будут? Нет, Нельзя, вот, ни в Эрнест, коем надо будет случае. правила экзамена соблюдать, соответственно. там. Ну, ладно. Только на себя надо будет Да, надеяться, да, только да, на да, себя. да. Вот, кстати говоря, о вот этом замечательном натюрморте, который подготовил нам наш факультет. Вот по традиции сейчас каждый студент что-то приносит, рассказывает, что они приносят. Ну и мы тоже не исключение. Хотелось бы узнать, что находится на этом столике. Конечно, я знаю. Тем не менее, хотелось бы послушать от декана. Я Вот. не знаю, А, я Светлана совсем Сергеевна. не знаю. Кстати Домик- говоря, домик я Давайте понимаю. расскажем, да. вон там, получается, Эрнест слева. сказал натюрморты, ну, в данном случае это достаточно высококвалифицированные Не Высокотехнологичные стану инструменты. спорить, не стану спорить. оборудование, Не которое цветочки. используется Сейчас да, еще про цифры услышат, в совсем с учебном ума там процессе, сойдут. да, в учебном процессе и выполнение определенных задач, работ, производственных практик и в конечном итоге и вот ребята могут, например, в наших хозяйственных договорах участвовать и получать определенный заработок. А вот тот домик, это ваш домик, макет вашего дома? Да, макет этого дома, это означает о том, что у нас у строителей есть дисциплина подготовки архитектуры. Так, Здание и архитектура. Непосредственно они имеют возможность своими руками мастерской выполнить такие макеты модели. И в будущем себе построить. Да, в дальнейшем могут для себя Факультет предоставит запроектировать и финансы. сделать, да. Да? Нет, финансирование это уж когда Да уже ладно, я шучу на самом деле. закончат учебу. Вот, хотелось бы также поговорить об этих приборах. Я знаю, что вот там вот далее находится нивелир. Кстати говоря, с самого начала сегодняшней трансляции был в кадре не камера, на которой я снимал, это был нивелир. Вот это вот тахиометр. Наверное, это сейчас незнакомые слова для всех зрителей. Хотелось бы в 2 словах рассказать про конфигурацию, что это такое, насколько передовые это технологии, не передовые. То есть хочется знать, с чем студенты будут, на чем студенты будут обучаться. Ну и цифры, конечно же, тоже нас интересуют. Да, ну то, что касается ребятам, если сказать, вот это тахиометр, который представлен здесь, и эти приборы предназначены для того, чтобы, например, необходимо стройку провести, необходимо проложить трубы, необходимо проложить трассу, дорогу, необходимо ровно сделать трассы непосредственно. В первую очередь в этом плане геодезисты должны приступить и сделать определенную съемку местности, если просто То есть без сказать. них никак не Без получится. них никак невозможно. Мгм. Они связаны уже стационарно, имеют доступ к связи, передаче информации, данных и обработке. Мгм. Спасибо Поэтому большое, этому Олег мы Петрович. учим. Эрнест, хочу сказать, что сразу прибором взяв и выйти на объект невозможно. Поэтому надо поступить к нам И научиться. и научиться. Ну, то работать, есть, обрабатывать вот эти насколько это вот
так скажем, передовые, то есть последняя это модель? Это последняя тахиометра? модель Leica, одна из известнейших фирм по производству такого оборудования. И, соответственно, она стоит достаточно очень дорого. Радик Флюсович, а вот все факультеты хвастаются ценами на на свои приборы. А вот сколько вот такой стоит? Вот данный прибор стоит порядка 987 тысяч Это рублей. 987 тысяч. Ну, у каждого есть они. Так, ладно, друзья, пожалуйста, просим вас также еще раз посмотреть на этот замечательный столик. И интересно, есть ли среди вас те, кто знает, что находится так, от вас Ящик. с левой стороны, да, в этом ящике. Как называется этот прибор? Тоже интересно. Можете прислать нам ответ. Да, вдруг кто-то знает. Если не догадаетесь, мы вам расскажем. Тоже очень интересный прибор и, кстати говоря, очень нужный. Ну что ж, давайте продолжим. Продолжим разбирать вопросы из чата. У нас их потому что достаточно уже. Прямо пишут и пишут. Так, давайте. Вот такой вопрос немножко непонятный. Милюша Шаймухаметова. Куда можно поступить девушкам? Куда? Радик Радик, Флюсович здесь Девчатам должен можно рассказать. поступить. Радик сейчас вот так сядет. Кадастры. Куда можно Трудоустройство, водопользование, Да хоть экология. куда. Вот эти две направления с удовольствием. Ну и строители геодезии тоже бывают девчата, ребята тоже. Так что у нас... В принципе, можно на любое направление, любое в принципе, можно направление, поступить, да. Везде есть девочки. Везде девчата. И с успехом справляются. Да. А прекрасно. работают потом они где тоже ходят, измеряют или Вот, чем они например, могут заняться? девчата больше обработка материалов данных. Это работа уже Офисная, цифровыми данными, да. офисная работа. Не только офисная, а обработка съемок материалов ребята, которые выполнили на объекте. Девчата могут обрабатывать. Для них тоже достаточно много объема после получения образования уже появляется. Мгм. У меня сейчас есть вопрос небольшой к Миразаду. Смотри, вот у тебя очень крутые значки. Да. Мы их уже немножко сегодня затронули, тем не менее, ты про них, по-моему, нам не рассказал. Но Хотелось бы послушать, и вот тоже связываю вопрос, где ты их получил, связано ли это как-то с практикой, которую ты проходил, Да. потому что очень много вопросов задают нам в чат трансляции про практику именно. Хотелось бы А. тоже послушать из твоих уст. В общем, значки расположены на моей бойцовке, каждый из них имеет специальное место, и они специально обозначаются. Например, вот, Какой самый крутой значок, который ты прям обожаешь, ценишь, лелеешь? вот этот. Так, что он Это- означает? Это был самый последний слет всероссийский в Москве. Это когда со всей России, Со всей да? России приехали в Москву ребята, студенческие отряды для того, чтобы Строительные. и разных направлений. Разные направления. Да, это от сельхоз до проводников. Мы всего лишь одно из направлений. Мгм. И мы там обменивались опытом, проведенным летом, то, как вообще, как мы организовываем эти отряды, обменивались опытом, в общем. Также у меня есть значки с этого Ох, ты еще и с слета. той стороны. Ох ты! Это Тут те секрет, Да. значки, оказывается, еще которые есть. именно подарены от ребят с других регионов, которые приезжали к нам Мгм. на слеты. Есть значки, которые обозначают принадлежность к вузу и к работодателю. Так, а вот слева на бойцовке у тебя вот это что? Это слева, это моя должность, А должность твоя какая? комиссар штаба студенческих Ох специализированных ты, отрядов. елки-палки. Это как Вот. погоны, наверное. Да, Да, сколько да. тебе сейчас лет, прости? 22. 22, и ты уже комиссар. Ну, да. Вот к чему стремиться-то надо, да? А если говорить, прям про практику, то есть любой студент, поступивший к нам от 18 лет, гражданин Российской Федерации, вступая к нам Мгм. в отряд, летом на третий трудовой семестр имеет право выехать на то направление, которое он выбрал. Допустим, если это студенты нашего факультета, они приходят к нам в строительный отряд, и мы их трудоустраиваем, получается, вместе, за них договариваемся с работодателем, То есть прямо есть- место прям можете буквально Да, найти мы- работу. собираем некую бригаду, так скажем, Мгм. и все вместе с копом едем туда, проводим прекрасных 2 месяца лета. А вот это платно дело? Да, это все оплачиваем, средняя заработная плата за А, в месяц. смысле, я имел в виду в смысле платная ли поездка, а ты имеешь в виду зарплату? Но То есть за это еще и платят? да, Сколько? средняя заработная плата составляет по отряду за 2019 год 36 тысяч рублей. Ой, слушай, поехали, а? Может, что сейчас здесь сидеть? Поехали прямо сейчас. Вот, И Радик, Ты же простите. проходил, Эрнест, ты же проходил Ну, практику. Тоже еще же. раз хочется. Эрнест, я хотел бы, ребята, сказать, вот наш выпускник Шарафуддин Эрнест, Снова обо мне? да, Ну ладно. прошел Пожалуйста. практику, стажировку
в Соединенных Штатах Америки. 6 месяцев во время учебы практики. Тоже Да. сколько заработал? Он нам не рассказывает, Радик Плюсович, вот все эти эфиры, он об этом молчал, а вы Молчал, решили да. спросить его. Спросить. Ну, Сколько там в заработал долларах, практика? как бы, ну, Да. сами понимаете, в долларах, ну, в общем, Радик Плюсович, большая. лучше скажите, за какие заслуги вы его туда отправили? Можно Потому ли что- другим попасть? Вот Потому Мирас что сможет знает, съездить? знает языки, есть инженерные знания определенные, есть возможности. Поэтому все это приветствуется в нашем университете. Очень много возможностей стажировки наших обучающихся. Не Мгм. только в указанных странах, но и в близлежащих зарубежных странах, соответственно. И в европейских Ну да, я могу это странах. подтвердить, я есть тому подтверждение, Радик что... Плюсович, вы сказали, что он там полгода прожил. Получается, он у нас с отрывом от учебы или как это получилось? Это Так было получилось, по что... индивидуальному плану обучения. Да, он То есть да. ты не прервал Индивидуальный план. обучение, Нет. ты Да, заканчиваешь да, вместе да, с да. своими То есть человек, который выпускниками. хочет поехать на практику за рубеж, он в обязательном порядке вместе с деканатом об этом договаривается, создается индивидуальный план, получается, заранее сдаешь сессию, то есть ничего не пропуская, все знания, которые необходимы, ты впитываешь в себя, естественно, все проходишь, сдаешь сессию досрочно и со спокойной душой можешь отправляться получать Да, так знания точно. за рубеж. Прекрасно. И продолжаешь со своими же однокурсниками и заканчиваешь с ними Да, же, получается. да. Ну, прекрасно. Можно даже сказать, что Даже- сегодня закончил. Да. Просто очень рад, что я сегодня защитил диплом. Ладно, давайте с вами продолжим все-таки разбирать вопросы из чата, потому что, честно говоря, я могу не успеть просто все сразу вам прочитать. Вот такой замечательный... Вопросы тоже А? есть. Видео вопросы. И видео вопросы. Обязательно. Давайте сейчас разберем один из чата, а потом перейдем к видео вопросам. Вот такой человек под именем Нателла Плюс. Слышит такое имя, фамилия? Наверное, казахстанская. Ладно, а существует ли сокращенная программа для тех, кто закончил колледж по специальности геодезия? Радик Плюсович. Есть, да, если студент закончил колледж профильный по направлению подготовки землеустройства и смежных направлений подготовки, то при поступлении на заочное обучение имеются сокращенные Мгм. сроки обучения. Здорово. Да, Коротко и по да, факту. коротко. Есть, имеется. Все, супер. Давайте с вами перейдем к видео вопросу, который прислали нам на нашу почту, поэтому тоже мы их сегодня обязательно разберем. И первый вопрос задает нам Анжела, выпускница 11 класса школы городского округа город Уфа. Давайте посмотрим и послушаем. Меняются ли правила целевого приема в этом году? Ну что ж, вот такой вопрос, коротко и снова по факту, как говорится, кратко сестра таланта. Все-таки меняется ли правило приема по целевому направлению в этом году? Кто Давайте, готов Радик ответить? Плюсович, я, наверное, начну, вы потом уточните по своим конкретным специальностям, потому что очень много вопросов поступает, где же брать целевые договоры. Мгм. В прошлом году действительно был принят новый порядок приема на целевое обучение, новые шаблоны договора были разработаны. При этом здесь для студентов, будущих студентов, для абитуриентов раскрываются очень широкие возможности, потому что договором предусмотрен ряд преференций. Это такие, как и дополнительные стипендии, и социальной поддержки, и материальной поддержки от работодателей. Самое главное – это гарантия трудоустройства и отработки в течение 3 лет после окончания. То есть здесь нужно, наоборот, использовать возможность поступления на целевое обучение в рамках договора. Ну и Радик Плюсович, наверное, подскажет на данном факультете, с какими предприятиями можно заключать договоры. Я соглашусь с вами, Сергей, в том плане, что целевое направление РНС дает возможность нашим школьникам иметь определенные возможности поступления в университет, на наш факультет. Целевые квоты нам выделены, по-моему, по 2 на каждое направление подготовки. 10% Да. на каждом От- направлении от от числа количества. бюджетных мест. Да. Для этого необходимо обратиться в бюджетные профильные предприятия, отраслей деятельности, в котором будет данный специалист в дальнейшем трудоустроен. Это может быть, например, администрация муниципальных районов, бюджетные организации по направлению землеустройства, строительства, экологических Очень предприятий. обширный выбор Да, такой. да, да. То есть в зависимости от направления подготовки. Мы в прошлом году тоже таких приняли, и в этом году ждем, ребята, тоже приходите. Ну, то есть это гарантированное Да. место практики, гарантированное Да, да, место да. трудоустройства. На момент поступления даже лучше подыскивать Мгм. такие предприятия, которые готовы обучать и взять на работу. Какие привилегии имеются для студента других регионов? Задает вопрос Лилия Насреддинова.
Какие привилегии? Самая главная привилегия, раз я сейчас скажу, это наше общежитие шикарное, Да, да, я хотел комфортабельные. тоже об этом Да, вот сказать. вы сейчас Да, да. расскажете, какой конкретно на вашем Пожалуйста, ради факультете. ключ, ну, общежитие. Это общежитие наше уникальное, очень хорошее, отдельно обособленное. Наши студенты проживают в общежитии в одном пятиэтажном здании полностью компактно. Дружный студсовет там, полностью условия созданы. Компьютерные классы есть, залы для спортивного, этот самый. То есть для это спорта, самая главная культурный. привилегия. То есть в этом плане удобство есть. Например, если на некоторых у нас вузах, даже в Российской Федерации имеется, что отсутствует общежитие, но в этом плане у нас вот То есть, преимущество в разы. И хочу отметить там Мгм. и оплата за вот, проживание да. Сколько? достаточно, я бы сказал, символичная. Внимание. Сколько? Символичные. 20 рублей в день. Ну, Символичные. 20 рублей тоже, да? Ну, в месяц выходит где-то порядка не больше 3000 рублей. Здорово. То есть есть все комфортные условия Да, для все того, чтобы условия, проживать в да, для общежитии. того, чтобы- Тем не менее, есть ли какие-то еще привилегии? Потому что мы с вами сейчас затронули только тему общежития, а какие-то еще привилегии для студентов других регионов имеются? В других регионах для всех студентов у нас привилегии есть. Мгм. Привилегии есть. В этом плане наши студенты могут заняться не только учебным процессом, могут заниматься и спортом, и центр эстетического воспитания. В хоздоговорной работе можем привлекать дополнительные заработки, может получать. В строительных отрядах у нас вот Батыр есть, вполне успешно Батыр, развивается. Тоже прямо. может Миразат Батыр. подключиться. То есть для всех наших обучающихся есть возможность для самореализации в этом плане. И это и есть преимущество в этом плане по сравнению, может быть, с другими вузами касается. То есть весь спектр направлений, который, возможно, захотел наш обучающийся. Все это возможно реализовать на нашем университете. Ну да, ради ключ, давайте уточним, что если, например, заниматься спортом, вы сказали, что у нас есть спортивные залы, тренажерные залы, бассейн мирового Да, уровня да, с да, дайвинг-центром, да, где да. студенты занимаются на безвозмездной основе. Да. Если заниматься творчеством, это собственный дворец молодежи, который расположен в центре города. Сейчас И я на- начну рассказывать. Подожди, да, я доскажу, и ты подключишься. Пожалуйста, Светлана И на Сергеевна, я сцене шучу. которого Дворца молодежи выступают именитые артисты со всей России. Вот Эрнест Мгм. тоже частенько выступал на этой сцене, Да. пока был студентом. Он сейчас расскажет нам об этом. Да, действительно, очень много возможностей представляет наш университет, в частности, наш факультет. Это как поддержка спортсменов, поддержка творческих ребят, которые выступают на сцене. И поэтому, да, действительно, отвечая на этот вопрос, привилегии имеются. Вот, Центр физического воспитания, который базируется на целом дворце молодежи, который находится в пятишаговой доступности от нашего университета. В этом центре есть аж 17 направлений творческих, такие как народный ансамбль народного танца «Шатлык», народный ансамбль бального танца «Агидель», вокально-инструментальный ансамбль, народный вокальный ансамбль «Юность». То есть их обширное количество. Я, в свою очередь, проходил обучение на отделении «Конферанс». Вот, поэтому каждый год у нас проводятся различные творческие фестивали среди как художественной самодеятельности, также проходят соревнования, спортивные соревнования. И Также- скажи, пожалуйста, Эрнест, какие места занимает наш факультет в этих мероприятиях? Вы хотите, чтобы я это сказал? Да, вы же Ну ладно. все-таки основной выступающий. Ребята, В этом вы же году наш выступаете. факультет в смотре художественной самодеятельности среди всех факультетов занял гран-при. Мы стали лучшими в этом направлении, поэтому есть в нашем факультете так и активные студенты, как и по спортивной части, так и по творческой. И, кстати говоря, вот тут вопрос от Лилии Мухамедзяновой. Предоставляет ли ваш вуз студентам возможности для занятий спортом? Ну, тут можно ответить да, да, Ну, да, начнем да, с да. того, что Мгм. тренеры, которые занимаются со студентами, это чемпионы олимпиад, чемпионатов мира, это Заслуженные мастера спорта. Да. У меня одногруппник, Подготовившиеся вообще ребят чемпион России. по многим ряду направлений видам спорта. На нашем факультете, например, обучаются студенты сборной команды волейболистов, волейболистки, Мгм. гандбол очень хорошо развито так. И мини-футбол еще есть. У нас гиревики есть, соответственно. У нас второй курсник Савельев, европейский чемпион по жиму лежа, соответственно. Таких много-много ребят, то есть, соответственно. И вот тут еще такой вопрос. Кстати, вот подкрепляя тему общежития. Но
можно ли ответить на него точно, есть ли места в общежитии для проживания студентам? Ну, понятно, что есть, тем не менее, наверное, как-то пообширнее можно ответить на этот вопрос. Или Шаши и Мухаммед. По заявлению мы предоставляем места в общежитии всем желающим. При этом даже те, кто будут поступать, если нужно будет остановиться на время поступления, мы тоже будем предоставлять места в общежитии. Вот, кстати говоря, Миразат, вот ты из Уфы сам по себе или... Ну, да, я из Уфы. А живешь в общежитии? Ну, нет, но... Эх, я потому что тоже не из общежития, но хотелось бы послушать именно из уст студентов, насколько комфортно проживать в общежитии. Ладно, так, давайте дальше посмотрим вопросы из чата. На какие стипендии от университета могут рассчитывать в случае поступления? Лилия Мухамедзянова задает вопрос. После того, как поступили на наш университет, необходимо в первую очередь учиться и учиться. Ну да. Соответственно, Эрнест, знаешь, так. Здесь уже нужно учиться. Все это Здесь формируется не от этого. творческий Не спорт, только а учиться, учиться. а заниматься общественной деятельностью, активной своей жизненной позицией. Ну то есть просто так ни То за есть, что. прекрасно знаешь. Мгм. Вот, соответственно, сколько нарабатывается, чем лучше студент занимается, чем активнее, тем больше у него возможности получения всевозможных стипендий. Достаточно солидные суммы набирается, Эрнест, так ведь, да? Если спросим, вот как Врать не у буду. нас успешно занимающийся, ну, без учета того случая, так скажем, Ну да. сколько вот получилось стипендий? Ну, порядка 10, скажем. Да, это порядка 10 неплохо. тысяч, Это да. достаточно хорошее. Еще больше можно, так ведь? Да, Да, можно это еще имеется в больше. виду еще совокупность стипендий, когда Совокупность можно получать стипендий, да, да. академическую за успеваемость, можно получать социальные стипендии, можно получать за успешную учебу, именные стипендии различные, да, на факультете. И кроме этого есть ведь стипендии и главы республики, и президента, и правительства. То есть вариантов Это очень все много. связано, Светлана Сергеевна, с учебой. Самое главное учиться, Учеба, проявлять да. себя в Если учебе, в учеба научной отстает, деятельности. Если, соответственно, ребята вот получится, что поступили к нам, пассивно ведете, отстаете и так далее, вот тогда уже, конечно, понятно, Ну да. нечего ожидать. Так, давайте снова приступим к разбору видео вопросов, который тоже является немаловажной частью сегодняшней нашей трансляции. Следующий видео вопрос прислала нам Гореева Зарина, 11 класс. Давайте поскорее послушаем. Здравствуйте, меня зовут Гореева Зарина Романовна. Я выпускница 11 класса средней школы города Уфы. Я с детства занимаюсь в танцевальном коллективе. Есть ли у меня возможность попасть в народный ансамбль вуза? Ну что ж, тем не менее, человек с детства занимается в танцевальном коллективе, есть ли возможность попасть в народный ансамбль вуза? Итак, кто будет отвечать на этот вопрос? Дай микрофон. Эрнест, на наш центр эстетического воспитания можно на любые кружки попасть. Если у вас, девчата, ребята, есть желание, с удовольствием мы вас познакомим после поступления в наш университет, сообщим, покажем наши возможности. Для этого есть у нас целый дворец молодежи, где эти мероприятия проводятся. Даже есть факультеты в этом направлении, специальности. Ну и, Есть соответственно, возможности. руководители. Даже есть И специальное руководители. мероприятие, называется «Смотр первокурсников», Да, где да, как да. раз можно себя проявить, и руководители коллективов Центра эстетического воспитания себе приглашают к себе заниматься лучшие Миразат, кадры. какие места мы занимаем там среди первокурсников? Самый первый, самый лучший. Первые, вторые места. Где-то, да. Тем не менее, вот вопрос, наверное, сейчас будет адресован Миразат. Скажи, пожалуйста, вот тут этот вопрос Тимур Дистанов. Сложно ли учиться? Вот хотелось бы послушать из уст студента. Я, может, тоже от себя добавлю, но тем не менее, давай вот тебе предоставим Но на возможность. самом деле, если уделять достаточное количество внимания именно учебе и предметам, которые предусмотрены программой, то учиться вполне себе несложно и уделять время каким-то другим вещам, как, допустим, я уделяю время отряду. Мгм. Или кто-то из ребят там центру То есть получается воспитания. совмещать. Все абсолютно. Правильно планировать свой... Ну, тайм-менеджмент никто не отменял. Ох ты, какие слова, тайм-менеджмент. Так, ладно, спасибо большое, Миразат. Давайте дальше посмотрим вопрос. Зухра Ягудина задает вопрос. Будут ли выделены дополнительные бюджетные места? Вот так. Светлана Сергеевна. Или...
Так, Ну, монетку подбросим. Вообще мы Ждем стремимся к дополнительно. тому, Мы ждем мы дополнительные места. запрашиваем места, мы Да, стремимся да. к тому, чтобы нам выделяли бюджетные места, потому что конкурс у нас на направление есть, он организовывается, поэтому мы, конечно, ожидаем, что нам будут добавлены бюджетные места. На следующий учебный год мы уже запланировали некоторое увеличение бюджетных мест. Мгм. Как только будет, мы сразу объявим на сайте, что у нас есть дополнительные Поэтому места. обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, которые будут, ссылочки на которые будут в описании к нашей трансляции, чтобы быть в курсе всех событий не только на факультете, но и в университете в целом. Едем дальше. Так, Алсу Ямаева задает вопрос. Так, техникум Уфимский лесотехнический, специальность землеустройства и кадастра. Это подкрепляет этот вопрос, если есть диплом, Мгм. какие-то дополнительные. Ну, мы на ее вопрос мы уже ответили. Так, вопрос такой. Добрый день. Учитывается ли портфолио абитуриента при поступлении? Спасибо. Лариса Схибгареева. Конечно, учитывается в обязательном учитывается. порядке. Для этого порядком приема выделены специальные дополнительные 10 баллов к результатам вступительных экзаменов. В это портфолио могут входить дипломы, грамоты, которые получены, результаты участия в каких-то конкурсах, будь то творческие конкурсы, спортивные конкурсы, научные конкурсы, олимпиады, проводимые нашим университетом. Мы активно в этом развиваемся, мы проводим много олимпиад и конкурсов. В этом году мы провели сельскохозяйственную олимпиаду, всероссийский конкурс АгроНТИ, мы провели конкурс талантов, творческий конкурс талантов «Новое поколение». А вот здесь За- поподробнее, пожалуйста. За все это можно получить дополнительные баллы. Если участник, он получает 5 баллов, если победитель-призер получает 10 баллов, если аттестат с отличием, то это дополнительные 10 баллов. То есть портфолио это обязательно нужно. Но, То есть там прямо такую охапку баллов можно собрать, если у тебя ну, есть... максимум 10, но нужно нести всю охапку грамот и дипломов, которые есть. То есть максимум 10, Да, да? приемная комиссия рассмотрит все это и Мгм. выберет. Ну, Эрнест, вот максимум 10 баллов при конкурсной ситуации очень даже иногда, даже Решают. полбалла могут многое решить. Даже поэтому полбалла могут решать? надо приносить. Настолько серьезно. Да, очень серьезно. Здорово. Так, ладно. Вот такой вопрос, значит. Нам факультеты приносят сюда, вот как я уже говорил, какие-то различные приборы. Тем не менее, мы еще какую-то практическую часть проводим. И хочется, конечно же, посмотреть, что сегодня принес нам наш факультет природопользования и строительства. Вот я вижу этот агрегат, напоминающий мне самолет. Это самолет. Да, Кто на кстати. нем полетит? Радик Плюсович? Да, ребята, уважаемые, Я просто это представляю. самолет, беспилотный летательный аппарат, БПЛ САЛА 540, как, Сало? ну, ЗАЛА, мгм. ЗАЛА, не САЛА. Я думал, сало, да, да. какое странное название. Производство, соответственно, это Ижевское, достаточно, мы его уже пару лет там назад приобрели, и для проведения учебных практик. по Мгм. направлению подготовки То есть студенты им геодезии, пользуются? Студенты пользуются вместе с преподавателями, облет местности проводят. Дальше мы хозяйственно-договорных выполнениях, когда хозяйство нам заказывает договора, надо снять съемку местности провести, Мгм. мы используем этот самолет. Так, Да, это им место. пользуются студенты, то есть... Когда Вместе кто со может на своими нем руководителями. летать? Летать на нем Права никто на не него сможет. нужны? Непосредственно, ну, Чтобы определенные- управлять, разрешают ли просто так взять и полетать, вот сейчас Ну, поднять, или нужно разрешение? Как мультики С вверх. авиацией. Мы оформили соответствующее разрешение для полета. То есть в определенных местах только мы можем Мгм. летать. Но в принципе для муниципальных районов мы все районы можем охватить с этим аппаратом. Она позволяет решать спектр задач, Мгм. касающихся. Вот необходимо, ребята, оформить карту. Вот представлена карта. Для того, чтобы если бы этого самолета беспилотника не было бы, мы бы проходили эту территорию в течение недели, пешком, каким транспортом. В общем, все это сложно, муторно, а Да. теперь... Соответственно, сейчас технологии современные позволяют, мы и не отстаем от этих А технологий. на какой из наш ваших университет. специальностей учат управлять такой техникой? Управлять с этой техникой наших студентов учат по определенным дисциплинам, которые изучаются по направлению подготовки землеустройства, по направлению подготовки геодезии и То дистанционного есть, если зондирования. хочешь быть пилотом беспилотного летательного аппарата, Пилотом Нет. беспилотного Надо- летательного аппарата. надо- Пилотом, беспилотника не станешь, но управлять, обрабатывать его данные, оцифровать, перевести его, Мгм. соответственно, сделать из него современную карту, доступную, которой могли специалисты оценить, изучить, вот этого может наши преподаватели обучить и подготовить. Так, хорошо, тогда такой вопрос. Вот мы разговариваем о ценах. Вот на других факультетах тоже приносят нам различные летательные аппараты. Мне что-то впечатление, что у нас производят самолеты просто. Сумма
Сумма, цена. Ну, достаточно, мы его приобретали за 1,5 миллиона рублей, соответственно, за те средства. То есть это не означает, не надо кашлять, Эрнест. Это Да, не означает надо. о том, что да, это не так уж и дорого. А задачи, Да. выполняемые с этим аппаратом, намного То есть важнее, окупается, да? нужнее, да, чем оправдывать его стоимость. Так как вот эти приборы дают возможность нашим школьникам, которые поступят в будущем студентами нашего факультета, имеют возможность ими управлять, знать, как она работает, как функционирует. А когда уже после окончания уже готовые специалисты модернизированных пилотных аппаратов разберутся уже. Ну, то есть, можно сказать, для вот зрителей, которые нас смотрят, для школьников, можно сказать, что с помощью такого летательного аппарата можно создать полноценную карту. Да, можно полноценную карту целого населенного пункта. Обалдеть. Масштаб можно, например, одного Ну, населенного я это, конечно, знал, пункта просто я как бы за доигрываю. пару облетов можно составить карту топографической съемки местности. Здорово. И самое приятное, что студенты не просто будут смотреть, как он летает, они будут пользоваться и знать, как управлять таким замечательным агрегатом, который стоит, конечно. Ну ладно, друзья, давайте снова приступим разбирать вопросы из чата. В каких организациях могут работать выпускники факультета? Вот, кстати говоря, очень важная тема по поводу трудоустройства, которую мы сегодня еще не затронули. Радик Плюс, скажите, пожалуйста, про трудоустройство. Также, Миразат, от тебя тоже хотелось бы послушать по поводу трудоустройства. Радик Плюсович. Вот по трудоустройству хотел бы сказать. У нас профильные министерства есть. В этих профильных министерствах есть подведомственные организации, Так. учреждения. Хотел бы крупные сказать, что мы успешно сотрудничаем Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан, Государственный комитет по строительству и архитектуре, Управление Росреестра, Бюро технической инвентаризации, много-много предприятий. Если пойти крупные обособленные компании, это мы сотрудничаем Востокнефтезавод Строй, Трубопровод Строй, ТРЭС номер 3, ТРЭС номер 1, то есть предприятий много. На вкус и цвет, да? Руководители, Можно в принципе, выбрать. по всем направлениям готовы принимать на производственную практику, и так и они проходят. Вот Миразат все-таки ведь со своей командой прошел в публичном акционерном обществе Восток нефтезавод Монтаж Строя, Халид Абдулсамадович, заслуженный строитель руководит, где сотрудников 3500, граница ареал работы с Калининграда начинается, заканчивается с Владивостоком. То есть наши ребята возможность имеют там проходить практику, Да, и имеют. после охождения практики, как показали себя, как показали свою работу, имеют возможность трудоустроиться. Ну, вот мы продолжаем как раз-таки сотрудничать с Востокнефтезавод Монтаж уже 2-й год. И в этом году 18 человек в составе нашего отряда едут на тот же самый объект, что и в прошлом году, в город Новый Уренгой, межрегиональная студенческая стройка «Северное сияние». Вот. Так, отлично. То есть можно сказать, что для студентов места трудоустройства есть, работодатели ждут. И, кстати, такой вопрос, вот нам, помните, Светлана Сергеевна задавали такой вопрос, можно ли пойти работать в эти компании после бакалавриата, например, после 4 лет обучения или после магистратуры? Радик Плюсович, вот такой вопрос. В принципе, студенты наши могут и после получения 3-й ступени бакалавриата, получения дипломов, могут трудоустроиться, работать, имеют на руках. И могут после 4-й ступени, после окончания магистратуры, тоже дальше могут развиваться и работать. То есть в определенных должностях на каждом уровне. Соответственно. Так, ладно, отлично. Поэтому, друзья, если у вас есть еще вопросы, касающиеся трудоустройства, вот, кстати говоря, был вопрос про трудоустройство за рубежом. Есть ли какие-то у нас моменты, когда наш университет, наш факультет сотрудничает с организациями за рубежом? Есть ли возможность после окончания факультета, после окончания университета поехать работать туда? В этом плане я хотел бы ответить так, этот вопрос. Зарубежные партнеры. Зарубежные партнеры Для у нас практики, имеются, для практики, да. У нас с таджикским, дальнейшего узбекистанскими государственными университетами, аграрным университетом сотрудничаем вполне достаточно. Там очень серьезные исследования страны проводятся. какие? Ну, Поехали. Странами. Имеется в виду, то, что касается соглашений у нас, имеется, если прохождение практик, это по линии ЛОГа, это Германия, Голландия, Ого. Соединенные Штаты Америки. Так, и подтверждаю. еще
Вот эти страны. То есть как минимум. Да, Мгм. конкретно касаясь для факультета, у нас есть еще сотрудничество с ближайшими зарубежными у Мгм. нас странами, соседями, где возможно прохождение тоже обмен мнениями, обмен студентов в научно-исследовательских работах и совместных трудах. Мгм. Это тоже можно проводить. Так, ладно. Так, давайте еще раз берем пару вопросов из чата. Предусматривается ли производственная практика для студентов? То есть производственная практика для студентов во время обучения? В учебных планах, Эрнест, предусмотрено Ну, во всех да. направлениях Это подготовки. Я обязательно. соглашусь. Это обязательно. Мы с Мирославом Учебные согласимся. производственные практики есть. Они и каждое лето, каждый сезон на каждом этапе свои. Первый, второй курсах учебные. После третьего, четвертого они идут. Третьего уже производственные практики. После четвертого уже начинается преддипломная практика. Продолжительность у них начинается в начале младших курсов где-то 2 недели. Потом добавляется третий курс 3 недели. Четвертый курсов до 4, до 6 недель. В магистратуре до 6 недель. Но имеется в виду, что... Продолжительность Ага. практик. То есть это дает возможность дополнительно уже сотрудничать и работать, проходить в предприятиях, которые я уже озвучил. Мгм. Но можно сказать, что на производственную практику наш факультет может предоставить место, где можно Да. пройти? Да, да. Мирослав, Ну, так, да. пожалуйста. Ну, у нас вот, допустим, если отряд едет летом, то есть он может, студент любой, оформить определенный документ, требуемый для производственной практики, и уже получить еще, будучи на первом курсе. И также продолжать до 4-го курса ездить и получать ее ежегодно. Ну, грубо кстати говоря, а можно поступить вот ваш отряд на 2-м, 3-м, 4-м курсе? На То есть- любом курсе, будучи просто старше 18 лет. Ну это самое главное, да. Да. И всё. Так, ладно, давайте приступим к разбору вопросов следующего. Вот такой вопрос задает нам Альфиз Галямов. Если вдруг не сможем на бюджет пройти, есть ли возможность в процессе учебы перейти на бюджетную форму обучения? То есть, если человек поступает на коммерцию, может ли он в будущем попасть на бюджетную Давайте я, форму? наверное, здесь начну. Сначала поступление на коммерцию. Этого варианта бояться не стоит, если не проходите по баллам. Тем более сейчас вариант коммерческой формы обучения по оплате, я скажу. Первое. У нас стоимость обучения остается на уровне прошлого года. Мы ее да. не повысили. Это Да, да. первое преимущество. Второе преимущество то, что если обучаться по образовательным ученическим кредитам, то здесь снижены процентные ставки. В данном случае мы сотрудничаем с Сбербанком. Следующий очень важный момент, который сейчас мы говорим, в рамках комплексной программы Российской Федерации, госпрограммы развития сельских территорий, мы предлагаем абитуриентам, будущим студентам возможность заключать эти договоры на обучение с организациями. При этом организация, которая будет оплачивать обучение, она может возместить все свои затраты. Если первый год в этом году будет обучение до 30%, то на следующий 2021 год до 90%. Затраты организации возмещаются. И это выгодно и для абитуриента, и для студента, и для организации. Поэтому здесь бояться не стоит. Перевод возможен при наличии вакантных бюджетных мест Да. по конкурсу. На конкурс Ну и успеваемости, само собой. Ну, на конкурсной основе, значит, смотрят по успеваемости, Мгм. соответственно. Здесь, Мгм. Эрнест, мне добавить нечего. Светлана Сергеевна все рассказала. Выложила рассказал. все. А вы случайно наш факультет заканчивали? Ну, все тайны раскрываем, да? Да. Я закончила этот Кстати, здесь факультет. присутствующие на нашем мероприятии, большинство закончили факультет продопользования строительства. Да, я Светлана Сергеевна закончила факультет, это да, я Родные магистр люди, по родные. направлению Родные люди, подготовки. да. Вы меня засмущали, я тоже выпускник этого факультета. Ну здорово, я не знал, Светлана Сергеевна, теперь буду в курсе. Так, вот тут уже, кстати говоря, наши студенты нашего факультета прямо начинают в чат писать ФПС сила. Это так называемое выражение на нашем факультете, что говорит о том, что наш факультет очень сильный, Это ваш очень лозунг, дружный. лозунг вашего Да, лозунг факультета. нашего факультета очень сильный, крепкий, дружелюбный, и друг за другом мы всегда горой. Так, давайте, вот тут даже еще отзыв есть. Самый лучший вуз Уфы, самый лучший факультет. Елена Сахибгареева. Спасибо большое. Так, давайте дальше разберем такой вопрос. Видео-вопрос давайте с вами разберем. Городков Степан задает нам видео-вопрос. Давайте скорее посмотрим и послушаем. Привет, меня зовут Городков Степан, и я хотел бы узнать, сколько нужно набрать баллов, чтобы поступить на бюджет на направление строительства?
Итак, вопрос, Олег Клюзев. Сколько же нужно набрать баллов, чтобы поступить на бюджет направления подготовки строительства? Достаточно востребованное направление подготовки. Так. И баллы должны быть достаточно высокими. Хотел бы сказать, что не менее 190 баллов. Ближе к 190, 189. Вот такие баллы должны быть. Но, тем не менее, если вы сдадите, обращаюсь, кто задал вот видео вопрос, при любых обстоятельствах, при сдаче единых государственных экзаменов, просим обратиться к нам, и мы предложим другие специальности. Если было желание поступить в наш аграрный университет, надо выбирать аграрный университет, надо поступать. Поэтому мы в любом случае найдем направление Нужно подготовки, чтобы человек не прийти, да, расстраивался. посмотреть, послушать, мы Да, посоветуем, все, что посоветуем, нужно. поэтому По всем вы вариантам сдавайте, баллов. да, при любых истечении обстоятельств, большие баллы, небольшие баллы, необходимо обращаться в приемную комиссию, и мы эти вопросы решим совместно. Ну, даже не Согласна, стоит Радик забывать, что Владимирович. вдруг вот этого человека как раз будет какие-то еще награды дополнительные прошлые, Да. которые он получал. И, как вот Светлана Сергеевна сказала, даже полбалла может решить судьбу поступления, да. Такой вопрос, Светлана Сергеевна, специально для вас. Какие меры материальных поддержек есть в ВУЗе? Лилия Мухамедзянова снова. Меры материальных поддержек. Что Да. здесь следует отметить? Это, наверное, вопрос о социальных каких-то поддержках. Ну, я думаю, что да. Профсоюзной организации. Здесь я скажу, что у нас с успехом функционирует профсоюзная организация студентов и аспирантов. И в прерогативе этой организации оказывать различные меры поддержки. Но опять же, для того, чтобы получать какие-то меры поддержки, мы не говорим о категории граждан, Да. которые в обязательном порядке получают социальные гарантии. Здесь можно получать различные поощрения, если вы активист, если вы участник конкурсов, если вы показываете какие-то лучшие результаты, будете обязательно поощряться. Ну, кроме этого, факультет, наверное, тоже как-то поддерживает лучших студентов. Да. Мы ребят поддерживаем, Мы с Мирдадом улыбнулись стимулируем, так. Да. их собираем, поздравляем в этом плане и оказываем материальную помощь по возможности. То есть эти возможности у нас есть. Вот, кстати, вот такой вопрос от Данила Хамитова. Какие условия для проживания в общежитиях? Видимо, Данил только подключился. Ну, можно коротко ответить, что очень крутые условия, Суперкомфортные. комфортные, Так, наверное, суперкомфортные. наверное, так сказать надо. Как? Каждой комнате своя вода, своя раковина. Я думала, Этот скажете, санузел каждому по тоже койке. В каждой комнате, соответственно, расположен. То есть не общий, каждая комната. И Удобство у каждого в удобство комнате. тоже в комнате. И в комнате. Да. Ну, это у Да, вас всё суперкомфортные удобства же. условия. Всё-таки Ну ладно, не условия будем такие. заострять внимание, тем не менее, на общежитиях. Просто хочется сказать, что очень комфортные условия, все есть все необходимое есть для проживания, ну и самое главное, очень Даже вкусные тренажерный зал. цены. Радик Плюсович до этого говорил, что там есть тренажерный Да, зал. тренажерный зал Не тоже хватает есть. только бассейна. Теннисный Ну ладно. стол, 2. Бассейн шаговой доступности. Общежитие же тоже Конечно, здесь недалеко. Можно рядом же, прийти, поблизости у дайвингом нас. позаниматься в Ну нашем имеется в виду бассейне. прямо в общаге, прямо в комнате, не Ну, хватает можно, бассейна. да. Сейчас как раз продают. Да, кстати бассейн. говоря, у нас даже есть целых 2 бассейна и свой физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором студенты могут также заниматься и, как сказать, улучшать свое здоровье. Так, какие экзамены надо сдавать на специальность землеустройства и кадастра? Экзамены здесь на данном факультете природопользования и строительства, это инженерный факультет, здесь на всех направлениях одинаковый перечень. Математика обязательно профильная, ну в этом году Да, вопросов да. нет, потому что выпускники школ сдают профильную математику все. Обязательно русский язык, потому что он из перечня, из приказа Министерства образования, мы его не можем, обязательно должны использовать. И третий предмет у нас физика. Да. А если с колледжа приходит Светлана Сергеевна, у нас тоже экзамены сдают Да, внутренние. перечень не изменяется, он такой же Также перечень. такие же дисциплины необходимо самые сдать, те же дисциплины, да. дисциплины внутренних экзаменов. Да. Так, давайте еще раз посмотрим еще один видео-вопрос, который также нам прислала Галямова Аделя, СОЖ Уфимского района, выпускница 11 класса. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аделя, у меня к вам такой вопрос. Какова актуальность профессии землеустроителя в ближайшие десятилетия? Какова актуальность профессии землеустроитель в ближайшие десятилетия? Да, интересный Да, вопрос. очень задают интересный вопрос. всё-таки, да. Радик Федорович, тем не менее. Перспектива и будущее Для меня это направление просто очень подготовки интересно. землеустройства всегда актуально и останется, потому что все больше и больше внедряются цифровые технологии, все больше и больше необходимо обрабатывать материалы связанными
и благоустройством, и созданием новых объектов, измерением сельскохозяйственных земель, уточнение. Дальше уже вот агротехнология, агробизнес начинает у нас внедрять уже цифровые технологии умных полей, соответственно. Мгм. В этом плане для землеустроителей всегда будет работа и всегда в будущем, потому что для того, чтобы все это оцифровать, необходимо все это обработать и систематизировать и совершенствовать. Поэтому, ребята, это направление всегда перспективное. Мгм. Всегда. Было, есть и будет. Вот такой вопрос. Можно ли совмещать учебу в вашем вузе с работой? Снова Лилия Мухамедзянова. Такой вопрос задает. Можно ли совмещать работу с учебой? Совмещать, если поступать на заочное обучение, Мгм. возможности есть такие совмещения. Если на очном обучении необходимо в этом Можно плане совмещать, я выбирать, скажу. но В третьем трудовом семестре, правда да, ведь? Я правильно только говорю, в Мирас? Это Третий отрядах, трудовой семестр есть соответственно, специальный организовано, да. для того, чтобы работать, зарабатывать и учиться. Я- Учиться первый, второй семестр. Я, честно говоря, все свое студенческое время провел в творчестве, в обучении, в университете, поэтому мне тоже хотелось бы про это прослушать, вот про этот третий трудовой семестр. Расскажите мне, пожалуйста. Но вообще, вот как я говорил, наверное, ранее, этап делится у нас на 3 этапа, весь год делится. Первый — это агитационный, когда к нам приходят абитуриенты, ставшие уже студентами. Второй — это подготовительный этап, в котором мы включаем оформление документации на трудоустройство. И третий этап — это уже непосредственно выезд на сам объект, и полностью посвящаем себя работе Мгм. и каким-то рабочим именно моментам, именно в плане учебы и в плане как будущих специалистов. Мгм. Вот. Спасибо большое, в Миразат. течение года Мгм. всегда заняты наши Всегда. Да, без отдыха. 24/7 пашут. Да я уж. Радик Плюс, расскажите, пожалуйста, про материальную базу факультета. Может быть, какие-то у нас есть лаборатории для Да, изучения. хороший вопрос, Эрнест. Вот лаборатории на сегодняшний день на факультете порядка 24 наименований. Хотел бы сказать, это не просто лаборатории. Вот помещение, где установлены парты, столы, стенды. Это Мгм. специализированные лаборатории, совместно с работодателями созданные по определенным направлениям подготовки, пусть это строительство, пусть это экологическое направление создается. Есть лаборатории фотограмметрии, есть лаборатории геоинформационных технологий, на сегодняшний день завершаем. Мгм. Здесь лаборатория материаловедения, статического зондирования, много-много других лабораторий. Научно-исследовательские лаборатории имеются, где они оборудованы современными лабораторными установками. Это все рассказать невозможно сразу, Эрнест. Поэтому поступайте к нам, попав на покажем. производство, наши выпускники не растеряются. Все Да, это у нас, да, все да. модели представлены в наших специализированных Так лабораториях. точно, Светлана, так точно. Соответственно, они модернизируются каждым годом, то есть обновляется, и в этом плане Модернизируются, обновляются. Мы не идем в отстаем ногу от современных со временем. технологий. Вот, кстати говоря, о современных технологиях, хотелось бы также послушать видеообращение выпускника нашего факультета Дениса Гизбаева, который расскажет о достижении своих высот. Давайте послушаем. Уважаемый Ильдар Исмагилович, профессорско-преподавательский состав Башкирского государственного аграрного университета, дорогие выпускники школ, абитуриенты, в день открытых дверей университета я рад приветствовать вас. Управление Росреестра по Республике Башкортостан и Аграрный университет связывает долголетнее плодотворное сотрудничество. Между нами заключено соглашение о партнерстве в части организации прохождения студентами университета учебных, производственных, преддипломных практик в структурных подразделениях Управления Росреестра. Сегодня в Башкирском государственном аграрном университете действуют кафедры по подготовке специалистов по направлениям землеустройства и кадастры, геодезия и дистанционное зондирование, которые обеспечивают высокую теоретическую подготовку и практические навыки выпускников для их последующего трудоустройства как в управлении Росреестра, так и в филиале кадастровой палаты по Республике Башкортостан. В свою очередь, руководство управления Росреестра и филиала кадастровой палаты активно задействовано в работе государственных экзаменационных комиссий университета
по защите выпускных квалификационных работ и приему государственных экзаменов. И мы, как потенциальные работодатели, уверены, что быть выпускником Башкирского государственного аграрного университета – это престижно и позволит в будущем обрести профессию, всегда востребованную в земельно-имущественном секторе нашей страны. Удачи вам! Произошла небольшая техническая заминка. Дело в том, что сейчас мы с вами послушали видеообращение руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Росреестра. И это был Клец Петр Вячеславович. Кстати говоря, Петр Вячеславович сегодня также был в аттестационной комиссии на защите, где я защищал свой диплом. Задал он вопрос тебе, Эрнест? Да, он задал мне вопрос, и я, кстати, Ты на него с успехом ответил, молодец. Как я мог. Вот, ну что ж, друзья, сейчас давайте все-таки послушаем видеовыступление выпускника, все-таки мы уже о нем говорили, Дениса Гизбаев. Каких достиг высот он? Здравствуйте, меня зовут Денис Гизбаев. Я являюсь выпускником Башкирского государственного аграрного университета. В 2019 году я окончил факультет природопользования и строительства. Желаю тебе также поступить сюда и окончить этот вуз на красный диплом. В наше и в настоящее время эта специальность является очень актуальной и востребованной, как на нашей малой родине, так и за ее пределами. Идемте к нам. Спасибо большое, Денис Игизбаев. Кстати говоря, Денис Игизбаев тоже у нас был в творчестве в нашем университете. Он был руководителем на нашем факультете, руководитель народного ансамбля народного танца «Шатлык». Вот такой парень. Давайте мы ему спасибо скажем. Да. Он постоянно нас поддерживает и до сих пор, до сих пор вместе с нами он. Да. Ну, талантливый парень, талантлив во всем, как говорится. Так, ну что ж, друзья, давайте вот еще одно обращение мы с вами послушаем. Обращение председателя Республиканской организации Башкортостана, профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации Александра Павла Владимировича. Добрый день. Сегодня я хотел бы порекомендовать всем, кто еще не определился, прийти на факультет природопользования и строительства. Прекрасно готовят специалистов, и мы ждем вас на этом факультете. Ну что ж, друзья, на этой замечательной ноте мы с вами будем потихонечку завершать нашу прямую трансляцию. Хотелось вам сказать огромное спасибо за внимание, то, что вы были в нашей трансляции. Очень надеемся, что мы смогли правильно и грамотно ответить на все ваши вопросы. Тем не менее, если вопросы все же остались, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые будут в описании. Задавайте вопросы там, и мы обязательно их разберем. Но сейчас я передаю слово нашим уважаемым спикерам, которые тоже могут сказать пару напутственных слов для абитуриентов, которые будут поступать в наш университет, будут поступать на наш факультет. Приглашаем вас, уважаемые школьники, выпускники 2020 года к нам на факультет. Ждем вас. Наши двери открыты. Угу. Так, Миразат. Ну, для всех поступающих студентов хочу пожелать успехов, набрать высокие баллы на экзаменах и приходить к нам. Наши двери всегда для вас открыты, и мы готовы принять вас под теплое дружеское крыло. О, как. Здорово. Спасибо. Уже ждут абитуриентов. Да. Дорогие друзья, что хотелось бы отметить? Еще раз уточню все-таки, потому что рассказывали много. Направления подготовки на этом факультете. Природопользование факультет, природопользование и строительство факультет называется. И 4 направления подготовки. Начнем с бакалавриата. Природообустройство, водопользование. Хором будем говорить. Геодезия, дистанционное зондирование. Давайте все хором будем говорить. Строительство. Геодезия. Было, Николаевич. Землеустройство и кадастры. Теперь можно я одна дальше буду говорить? После уровня бакалавриата вы можете продолжать свое обучение на уровне магистратуры на тех же самых направлениях подготовки. При этом на уровне бакалавриата на всех направлениях есть бюджетные места. Ну, я какой для себя после сегодняшнего нашего эфира сделаю? Вот это очень востребованные специальности. Радик Плюсович назвал массу предприятий, где ждут будущих выпускников, где можно трудоустроиться. Лаборатории современные, оснащенные по последнему слову техники, поэтому, дорогие абитуриенты, приходите посмотреть все своими глазами. Как только эпидобстановка изменится, факультет будет ждать, приемная комиссия
комиссия, информационно-консультационный центр будет работать. Мы обязательно покажем все, вы увидите своими глазами. Успешно сдавайте вступительные испытания, успешно сдавайте ЕГЭ и ждем вас в числе наших абитуриентов. Спасибо. Спасибо вам большое, Светлана Сергеевна. Ну что, друзья, потихонечку будем с вами прощаться. Также, если у вас какие-то остались вопросы, касающиеся творчества в университете, касающиеся обучения на факультете, сложности, какие-то нюансы, также можете писать. Сейчас я в чат-трансляцию отправлю ссылку на свой Инстаграм, поэтому можете тоже подписываться, задавать вопросы, которые мы обязательно ответим. Ну что, друзья, также хотелось пожелать вам успехов при сдаче экзаменов. Будем рады вас видеть, когда вы поступите в наш Башкирский государственный аграрный университет. Желаем вам удачи и до новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо.